Германия депортировала 21-летнего уйгурского юношу в Пекин, прямо в жерло геноцида, совершив вопиющее нарушение международного права. Немецкое правительство принудительно депортировало в Китай 21-летнего уйгурского парня Арафата Адиля, юридически зарегистрирован как Алифа Адили, фактически подписав ему смертный приговор. Утром сотрудники немецкой полиции прибыли в миграционный лагерь для беженцев в Кандерн под предлогом перевода на новое место и велели Арафату собрать вещи. Вместо этого молодого человека доставили прямо в аэропорт Франкфурта. Находясь в аэропорту, Арафат успел сделать последний отчаянный звонок своему дяде Мухтару Махмаджану, во время которого подтвердил неизбежность своей отправки в Пекин. Из Франкфурта он был посажен на рейс CA-966 авиакомпании Air China и вылетел в Китай. Особое возмущение правозащитников вызывает тот факт, что депортация была осуществлена несмотря на неопровержимые доказательства наличия у Арафата турецкого гражданства. Кроме того, юноша оставлял письменные мольбы о разрешении остаться в стране, где он уже успел построить свою жизнь. Вместо защиты человеческой жизни правительство Германии предпочло бюрократическое удобство. Арафата отправили в руки режима, который проводит активную политику геноцида и массовых репрессий против уйгурского населения. Немецкое правосудие дает сбой. В данном случае не единичная ошибка, а часть пугающей практики. Это уже третий задокументированный случай депортации в Германии уйгурских просителей убежища в Китае 2018 года. В 2018 году депортация уйгурского парня, чья судьба до сих пор остается неизвестной. В ноябре 2025 года высылка 26-летней женщины Ризвангуль Бекри на судебный процесс по делу, которое внезапно было отменено незадолго до ее отправки в Конею. Женщине чудом удалось спастись и избежать из Пекина в Турцию. Июль 2026 года депортация Арафата Адили. Эти инциденты демонстрируют опасные пробелы в европейских миграционных системах, из-за которых беженцы из Восточного Пакистана оказываются беззащитными перед лицом трансграничных преследований. Обращаемся к федеральному правительству Германии. Незамедлительно раскрыть информацию о том, кто именно санкционировал эту депортацию, и привлечь ответственных к отчету. Обращаемся к Европейскому Союзу. Провести тщательную проверку стран-участниц на предмет соблюдения ими принципа запрета на принудительное выдворение лиц в страны, где им грозят пытки и смерть в рамках международного права. Обращаемся к управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Вмешаться в ситуацию и укрепить механизмы защиты уйгурских соискателей убежища по всему миру. Экономические интересы и политическая конъюнктура не должны стоять выше человеческих жизней и борьбы с преступлениями против человечности. Мировое сообщество обязано остановить практику выдачи уйгуров их палачам. Подписывайтесь на уйгурское телевидение и будьте в курсе событий.